В данном контексте, конечно, было бы правильно рассказывать о политзаключенных, но я хотел бы просто коротко обратиться к украинцам, которые здесь находятся. Ваша борьба сегодняшняя, она очень огромное значение имеет для всех нас. Именно военное сопротивление, которое вы оказываете России, оно, несомненно, является важнейшим аспектом. Ни в коем случае не преуменьшая подобные мероприятия, но и тем не менее. Во все времена, когда люди сопротивляются оккупации, в народе бывают люди, которые говорят: зачем это нужно, неужели нельзя жить мирно, разве мы не можем договориться? Всегда такие люди появляются. Мы знаем, на пороге Второй мировой войны была коалиция против Черчилля, которые уговаривали его согласиться на мирное соглашение с Гитлером. Черчилль не соглашался, и дошло до того, что эта коалиция решила его как-то сместить с его должности, так как считали, что этот человек хочет уничтожить всю Великобританию своим беспринципным, как им казалось, поведением. То есть они считали его человеком войны. И тогда Черчилль высказал одно, по моему мнению, это очень мощное высказывание. Оно ему, правда, не принадлежит, оно принадлежит французскому философу Альберу Камю. Он сказал: народы, павшие в сражениях, поднимаются вновь. И только те, которые покоряются, исчезают. И поэтому это послание, в первую очередь, для нас всех, что только лишь сопротивляясь, мы сможем восстать и быть нацией и народом, которые не сгибают свою голову перед врагом. Договориться с человеком или с людьми, в целом с системой, такой как Россия, путем мирных переговоров или что-то вроде этого, это невозможно. Почему? Потому что никогда хищник не будет договариваться с жертвой до тех пор, пока он не поймет, что эта жертва способна дать ему достойный отпор. Это коротко то, что касается нашей сегодняшней ситуации. Это, конечно, печально, но это факт. Конечно же, находясь внутри Ингушетии, Кавказа, я и все люди, которые придерживаются мнения, что кавказские народы должны быть независимы, мы, естественно, наблюдаем людей, которые присмыкаются перед системой и говорят о том, что нам нужно как-то находить консенсус, нельзя идти на рожон, нас всех убьют, уничтожат. Конечно, мы это видим, и эта внутренняя борьба в нас, она присутствует. Делали ли мы правильно? В действительности у нас на глазах есть выселение, депортация нашего народа, когда весь народ был депортирован. Мы чуть не лишили своего народа полностью. То есть, когда мы сопротивляемся, в действительности у нас в душе появляется мнение. А в действительности это то, что мы сейчас делаем, это больше вред для нашего народа или польза. Но и тем не менее, мы не собираемся сдаваться и будем сопротивляться этой системе. Потому что даже проигранные революции, как мы знаем, оставляют шрамы на броне тирании, к которым возвращаются потомки и продолжают эту борьбу. Поэтому даже если эта борьба будет недостаточно успешной, как нам хочется, но эта борьба для нас это то, к чему мы можем завтра вернуться. Наши потомки могут вернуться и продолжить эту борьбу, и мы наконец станем свободными. Я желаю украинцам искренне никогда не видеть людей среди своего народа, которые будут присмыкаться перед врагом и оккупантом. Благодарю.